Здравствуйте, мои дорогие! С вами Эльвира из Америки. Поркечили же погалам йолдашлак. Тиндандане Эльвира Америковичен. Сегодня я хочу вам рассказать про очень замечательную женщину, которая была на протяжении в моей жизни долгих лет. На протяжении 45 лет. Это моя мама. Давным-давно, еще лет, наверное, 25 тому назад, если я не ошибаюсь, я как-то приехала к маме в гости и, как всегда, рассказала о своей жизни. И тогда мне моя мама сказала: а что ты жалуешься? Ты получаешь то, что ты заслуживаешь. Ее слова очень сильно заставили меня задуматься. Действительно ли? Почему так? Почему муж со мной так обращается? Но дети тогда еще были маленькими. Почему у меня на работе меня не ценили? Тогда я сделала определенные выводы и очень много в своей жизни потом я поменяла. Я не могу сказать, что именно ее слова меня заставили что-то менять в своей жизни, но определенный след ее слова, конечно, оставили и в моем уме, и в моем сердце. Ты заслуживаешь что? Вернее, ты получаешь то, что ты заслуживаешь. Это были ее слова. Потом, опять же, о чем-то мы говорили, и я высказала свое мнение. Конечно, разговор был на марийском языке, и она мне тогда сказала: Янган кудвечишь же, лудожат коешком багари. Перевод, значит, на чужом подворье и утка кажется гусем. Мне пришлось посидеть, подумать тогдашним умом, что она вообще имела в виду. Я, конечно, спросила ее, я говорю: а ну-ка объясни-ка мне, что ты вообще имеешь в виду? Она говорит: у тебя же высшее образование, скоро вообще еще и второе высшее получаешь. Что, имея высшего образования, у тебя не хватает ума подумать и прийти самой ко всему этому, что это означает? Я подумала, пришла к ней снова, я говорю: значит, ты думаешь, что все, что мы видим со стороны, это может оказаться неправдой? Говорит: слава тебе, Господи, она додумалась. Одним словом, дорогие мои, не всегда то, что мы видим, кажется правдивой. И очень часто мы иногда думаем: о, все, что мы видим там у соседа или у соседки, намного лучше, намного умнее, намного трудоспособнее, намного красивее, намного добрее. По сути дела, мы не знаем все это. Мне когда-то, очень тоже порядочно давно, пришлось жить в таком шелтере. Шелтер – это такое общежитие для женщин, у которых очень плохо складывается жизнь в Соединенных Штатах. Тогда была со мной женщина, афроамериканка, и я, по сути дела, мне было ее жаль. Вы знаете, через ее даже кожу я увидела вот эти вот опухшие, вот это вот лицо от побоев и вот синяки. Тогда опять же я была, знаете, в очередной раз
я не согласилась, опять же, со своим бывшим американским мужем и решила поменять свою жизнь. Что я хочу сказать? Я хочу сказать вам, чтобы вы заслуживали самых лучших людей вокруг себя. Чтобы вас любили и уважали и ценили дома, ваши мужья, ваши не мужья, ваши мужчины, а ваши дети, вас, чтобы ценили на работе. Не просто так говорили: «О, спасибо тебе», а чтобы вот эта вот искренность, она шла от души. Чтобы у вас были хорошие подруги, искренние и честные. Те, которые говорят правду в лицо, это очень хорошие подруги. А вот некоторые, к сожалению, могут только говорить что-то за спиной. И иногда этим подругам ничего не хватает. Никаких дорогих подарков. Ничего они не ценят. Поэтому на руке 5 пальцев. И если вы даже согнете 1 или 2 или 3 пальца и скажете: вот у меня столько-то подруг, но настоящих, вы счастливый человек. Так вот, я вам желаю таких добрых, честных, настоящих друзей и подруг. И самое главное – это здоровье. Если вы сегодня сможете ходить, что-то делать руками, думать и вообще радоваться жизни, вы благословлены Богом. Поэтому я вам желаю всем здоровья, радости, счастья, всей вашей жизни, вокруг вас, дома, на работе, с друзьями, с любимыми, везде. Улыбайтесь, будьте красивы, будьте счастливы. Радости вам всем. Пишите, звоните. Денег не спрашиваю. Кто еще не подписался, подпишитесь, пожалуйста. Ставьте лайки. И до свидания, до следующих раз. Вескана Марте. Цаем пелан коца.